Салам алейкум, дорогие подписчики. Вот смотрите, сура Коран что говорит. Воистину мы не послали напоминание, и мы оберегаем его. Это 9 аят, сура по номер 15. Смотрите, что бы они ни сказали, что бы они это не клеветали, что бы они как это не старались, сколько бы они как это не спали ночами, чужие всякие несли, лгали, врали, обвинили наш пророка, все равно они не могут менять нашу книгу. Если они никогда не могут менять нашу книгу, да, это враги Аллаха, да? А мы живем, кто вот как я, ищет и будет жить в исламе, и будет передать, сообщить другими. Об этом они как это забыли, наверное, что Аллах всемогущий, Он пожелает, что хочет своим рабам, да? Вот, допустим, никто меня как это не сказал, иди учись. Наоборот, все были против меня, что кроме вот мой папа, он сказал, как хочешь, ну уезжай. И моя мама тоже сказала, что если папа тебе разрешает, ты уезжай. А папа сказал, да, я решаю. Остальные, кроме папы, мама, остальные все были против, что я поехала, учила и ислам. А я же поехала, учила, это по воле Аллаха же, правильно? Поэтому вот Коран сообщит, что мы его послали, никто не может это его поменять или что, потому что мы его оберегаем. Кто его оберегает? Вот мы раби Аллаха, который Аллах отправляет нас учить ислам и приехать и обучить другими. А вот смотрите, у нас была гражданская война. Вот люди, которые, как я, девчонки, тоже наследовали во время гражданской войны 90-е годы, да? Кто-то из них это стало, как это, гадалка, кто-то из них это суицид это случилось. Кто-то как это, как сказать, это не вышла замуж, да, что позор, короче. Кто-то, как сказать, это ушла от этой семьи, что это от семьи не было позор. Это же не позор, когда это на войне тебе насилуют этого человека, да? Допустим, вот меня насилуют. Это что позор? Они меня не насиловали. Я же пошла к ним, аузбилля, что что-то это сделала, что мне говорят, позор. Это не позор. Ну, это как это по обычаю, по традиции, это как девчонки, они сами себе как это считали, что позор, они вот так это с ним случилось. А вот со мной, слава Аллаха, что ничего не случилось. Почему? Потому что мне глубоко, это глубина души у меня была мечта, что хочу идти и учить ислам и жить в исламе. Аллах спас меня от всех это вот это горе, да, мучения, от всех это груз, и отправил меня в Африку, где там живет спокойнее люди, тишина, простые люди. 5 лет я там жила, без никаких, как говорят, грусти, без никаких это напоминания о прошлом. Как говорят, я начала там жизнь чистого лица. Никто не знал там, что кто я, откуда я приехала. Ну, они знали, что я мусульманка, приехала из Таджикистана, из бывшей СССР. Но они не знают, что это что со мной было. Это почему? Это потому что Аллах меня защищал, да? Аллах дал мне как это крепкое, как это иман, вера, что я жила дальше, что не упала духом. Я не упала духом и дальше жила. Вот сейчас тоже у меня много проблем это вокруг меня. Но я не сдаюсь, потому что Аллах со мной. Аллах помогает мне. Я люблю Аллаха. Ради Аллаха я живу в этом мире. Мне вот это же есть аят говорит, инна лилляхи ва инна илляхи раджиун. Мы в этом мире живем ради Аллаха, и наше возвращение, в конце концов, к Аллаху. Ничто в это, никто, ничто в этой жизни не вечно, только наш Аллах, Он вечный. Поэтому, кто говорит это всякой чужи, все клевета, обвинения на нашу религию, нашего пророка, по заслугу они получают. Поздно или рано они получают. Поэтому не надо, как у нас есть пословица, у русских тоже есть, не надо играть это с огнем, да? Огнем не надо играть. Не надо, если ты хотела, девочка, допустим, да, которые они принимают ислам и уходят от ислама. А кто просил тебе, что принять ислам? Кто тебе просил? Наша религия не принуждает никого. А вот меня кто-то принуждал, кто-то мне сказал, что уезжай, учись. Нет. Наша религия не принуждает, что не принимай ислам. Приняла ислам ради человека.
Ну, это твоя ошибка, твоя вина. Живи дальше со своей горы, со своей грусти. Если он мальчик, тебе просил, что принимай ислам, ты не принимала бы ислам ради него. Ты сказала, пока я думаю, что принять ислам или нет. Да? Никто это, никого не заставляет, что принимает ислам или не принимает ислам. Это человек, это Аллах же разум дал. Разум, как это человека, как это работает, так это выполняет это свои функции в организме человека. Поэтому всякие чушь не надо нести, наша религия ислам. Ну, даже что бы они ни делали, что бы они ни сказали, мы это следуем исламу, мы живем в исламе, мы это защитники нашей религии. Мы будем сообщить, мы будем как это рассказать о нашей религии, иншаллах. Кто не смеет это разрушить нашу религию, иншаллах. Так, спасибо за внимание. С таким конверсацией.